И последнее слово предоставляется представителю Национального банка Мукубатову Назгулю Рысбековне. Пожалуйста, Назгуль Рысбековна. Уважаемый суд, Национальный банк как бы высказал свою официальную позицию и изложил ее в письме от 28 ноября 2018 года, в котором Национальный банк пишет, что все коммерческие банки, они осуществляют деятельность в соответствии со специальным законом, да, закон о Национальном банке, о банках и банковской деятельности Кыргызской Республики и нормативными правовыми актами, которые издает Национальный банк. Согласно статье 4 закона о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики, в перечень видов нормативно-правовых актов также входят и постановления правления Национального банка в отношении тех субъектов, которые находятся под надзором Национального банка. Конечно, нормативно-правовые акты Национального банка не должны противоречить вышестоящим юридическим, нормативно-правовым актам, обладающим высшей юридической силой. И, в общем-то, при разработке своих нормативно-правовых актов Национальный банк также, конечно, принимает во внимание как международные стандарты. Но, в частности, у нас есть такой большой пласт международных стандартов, как базельские принципы надзора, которые мы тоже очень часто используем для регулирования деятельности банков. И нормативно-правовые акты Национального банка, они так же, как и все другие нормативно-правовые акты, которые регулируют предпринимательскую деятельность, либо же интересы физических и юридических лиц, они включаются в реестр нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, который ведется Министерством юстиции и публикуется на нашем официальном сайте. В соответствии со статьей 77 Закона о Национальном банке, банках и банковской деятельности, банк – это юридическое лицо, создаваемое в организационно-правовой форме акционерного общества, это может быть закрытое или открытое акционерное общество, и которое правомочно осуществляет банковскую деятельность на основании той лицензии, которую выдает Национальный банк в соответствии с данным законом. И под банком подразумеваются также филиалы иностранных банков. Банк приобретает статус юридического лица со дня его государственной регистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. И вот в настоящее время в Национальном банке действует 25 коммерческих банков, из которых 17 банков созданы с участием иностранного капитала. И один банк является иностранным банком, это филиал Национального банка Пакистана. И данный филиал, он как бы не является банком Кыргызской Республики, но в соответствии с банковским законодательством филиал Национального банка, он приравнивается в банках именно для цели осуществления надзора и регулирования деятельности данного филиала иностранного банка. И на него точно так же распространяются все нормативы, которые мы распространяем на все остальные коммерческие банки, именно для целей надзора. И в соответствии со статьей 44 данного закона, банк он вправе приобретать, арендовать, передать в аренду, отчуждать недвижимое имущество, в том числе землю, в соответствии с требованиями, которые установлены Национальным банком. И правление Национального банка в 2012 году приняло постановление об утверждении положения об отдельных сделках и операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний с недвижимым имуществом. И там установлены определенные ограничения в удержании банком прочего недвижимого имущества, в том числе земельного участка. В соответствии с данным положением к прочему недвижимому имуществу банка относится любое недвижимое имущество, которое банк получил в результате покупки или передачи клиентам, заемщикам или залогодателям в качестве погашения его задолженности банку полно или частично по выданным ранее банком кредитам. А также любое недвижимое имущество банка, которое оно не использует как банковское помещение, и которое оно не предполагает для использования в дальнейшем для именно целей банка. И оно в учете предназначено для продажи. И как бы там определенные тоже правила по амортизации, в таком случае оно прекращается. И
банк должен принять или перевести данные активы в категорию «Прочая собственность банка», недвижимое имущество, перешедшее во владение банка с момента наступления событий, указанных в данном положении. И опять же, срок удержания банком этого прочего недвижимого имущества не должен составлять более 3 лет с момента возникновения права собственности, ну, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, срок удержания которого предусмотрен законодательством. И об этом наше положение тоже указывает. И вот отсчет срока удержания банком прочего имущества, он тоже определен в данном положении. Это, например, случаи, когда право собственности на недвижимое имущество, полученное банком в счет погашения ранее выданных кредитов и сделок, несущих в себе кредитный риск, зарегистрировано в уполномоченном регистрационном органе, ну, в том числе на основании гражданско-правовых сделок. А также, если исполнительный орган банка принимает решение о неиспользовании приобретенного для будущего расширения банка недвижимого имущества или прекращении использования помещения для банковской деятельности и принимает решение о необходимости его продажи. С этого момента начинается отсчет срока вот этого 3-летнего удержания банком. Ну и позиция Национального банка по данному вопросу заключается в том, что все банки Кыргызской Республики создаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являются юридическими лицами Кыргызской Республики и вправе при совершении банковских операций и осуществлении сделок, связанных с банковской деятельностью, приобретать, арендовать, передавать в аренду, отчуждать недвижимое имущество, в том числе землю, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. У меня все.